Такой интересный. Здесь меня не видно. Ну что ж, добрый день, уважаемые коллеги. Мы вас приветствуем. Я и сотрудники Центра развития общего образования, социализации и воспитания Института развития образования. Зовут меня Татьяна Сергеевна Кальницкая, руковожу данным центром, и наш центр традиционно является организатором конкурса, совершенно особенного конкурса, о котором мы сегодня будем говорить, за нравственный подвиг учителя. Ну, его предысторию совершенно в двух словах хочу сказать, почему он особенный. В Республике Коми республиканский этап всероссийского конкурса, полное его название, Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания, работы с детьми дошкольного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии за нравственный подвиг учителя, проводится в 10-й раз. То есть конкурс чем отличается? О том, что он поэтапный, проводим мы республиканский этап, далее проводится этап по федеральным округам, наш округ северо-западный, и далее проводится всероссийский конкурс, да, всероссийский этап этого конкурса. Особенный он тем, что, наверное, может быть, это не единственный, но один из самых значимых конкурсов, который проводит Министерство образования всех уровней совместно с церковью, да, с Русской Православной Церковью. И если вы посмотрите положение, одной из целей, первой целью является этого конкурса как раз-таки укрепление взаимодействия светской и церковной системы образования по духовно-нравственному воспитанию и образованию граждан Российской Федерации. Об актуальности, о важности, о значимости духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения останавливаться об этом не будем, об этом говорят на всех уровнях, и мы все с вами понимаем важность этого процесса. И, конечно же, ваш вклад, дорогие коллеги, он неоценим, он очень значим, очень важен, и кто, как не нам, этим процессом заниматься. Ну вот, и чтобы можно было представить результаты этого важного труда, вот как раз этот конкурс и, собственно, придуман. Если мы говорим о сроках проведения в этом году, они также достаточно традиционны, немножко сдвинуты вперед. То есть, если мы начинали в какие-то годы его весной, в этом году он открыт с 15 января, объявлен, по 11 мая. То есть 11 мая наши победители нашего этапа республиканского должны на работы быть отправлены на северо-западный этап. В этом году он проводится в городе Тихвин, Ленинградской области. Поэтому мы принимаем документы уже, то есть открыт сбор документов. Тем не менее, мы в самом начале, поэтому есть еще возможность что-то подправить, подумать, переделать для того, чтобы достойно быть представленным на этом конкурсе. Конкурс проводится по следующим номинациям. Ранее их было больше, их было до 7. Сейчас номинаций всего 4, но они достаточно широкие. То есть можно подумать, в какой из номинаций можно представить свой труд. В первую очередь, это новая номинация. В прошлом году она введена, в этом году повторяется. За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательной организации. На первый взгляд очень общо. И что здесь может быть представлено, конечно, мы предложили варианты, какого рода конкурсные материалы мы здесь ожидаем. Но я хочу сказать, что здесь возможен еще какой-то вот момент такой творческий, если вы подумаете о том, что у вас есть еще что-то представить, да, кроме вот заявленных, например, материалов, которые мы здесь описываем в положении, то это тоже возможно, но только в этой номинации, потому что она достаточно такая вот обширная. Мы предлагаем здесь представлять аналитические отчеты
о системе работы образовательной организации по духовно-нравственному воспитанию за последовательных 3 года. В каком виде этот отчет, да, будет представлен? Мы тоже предлагаем вот алгоритм некоторый, потому что отчет отчету рознь, а аналитический отчет от простого, конечно же, отличается. То есть здесь должен быть глубокий анализ проведенной работы педагогического коллектива в целом. То есть мы все пишем отчеты, мы знаем, что это цифры такие, сякие, в разных ракурсах. Нас здесь интересует, конечно же, и цифры, да, количественные показатели, статистические некие данные. И самое главное, механизмы, описание механизмов деятельности, описание вклада, да, может быть, отдельных личностей, описание результатов, описание проблемных моментов, насколько они осознаются, да, вами, описание перспектив решения этих проблемных моментов, вопросов, трудностей и так далее. И, конечно же, выводы. Самое главное, выводы, к которым вы приходите в результате анализа своей собственной работы. Вот такой алгоритм предлагается. Конечно же, здесь всевозможные приложения, это и локальные акты, потому что у многих образовательных организаций совершенно уникальный там, набор, ну не набор, да, а перечень созданных локальных актов, которые помогают этой работе. Не у всех в организациях, например, качественно проработанный материал, локальные акты о классном руководстве, да, о наставничестве, может быть, о системе, вот все, что касается системы воспитания. Здесь даже не хочу как бы углубляться, но локальные акты могут быть. Здесь может быть представлен некий диагностический инструментарий. Не секрет, что мы сейчас все живем в таком поиске, да, диагностик, да, которые нам помогли отслеживать личностные результаты. Те, кто разрабатывали программы воспитательной направленности, наверняка понимают, о чем идет речь, потому что личностные результаты раз заявлены, должны быть оцениваемы, каким образом до сих пор мы находимся в этом поиске, и каждая образовательная организация решает эту задачу самостоятельно. Нам очень интересно, каким образом решаете ее вы. Здесь могут быть приложены разработанные учебно-методические комплекты, да, может быть, вами, вашими преподавателями, печатные издания, методические материалы, фото и видео, но я очень прошу без излишних, без излишеств, да, потому что приложения — это в первую очередь приложения, они учитываются как дополнительные материалы, и в основном, конечно, сосредоточиться стоит именно на самом аналитическом материале, на самой аналитической записке, без излишеств, да, потому что мы сталкиваемся зачастую с тем, что присылается огромное количество фото, может быть, даже видеоматериалов, они лишь только могут нам дополнить картину, но здесь должна быть разумная мера соблюдена. Вторая номинация самая обширная, самая востребованная, скажем так, и большее количество конкурсных материалов принимается именно по ней. Это лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. Здесь перечислены, да, в основном, какие программы это могут быть, но буквально сегодня был звонок от Сыктывкарского центра дополнительного образования, которые интересовались, могут ли они принимать участие со своими программами вот в этой номинации. Конечно, да. И я обращаюсь к методическим рекомендациям по проведению конкурса, которые были разработаны 3 года назад. Мы их также переработаем в соответствии с новыми условиями, и они будут выложены на сайте со всеми основными материалами на сайте института. Позже я покажу, где именно, да, и что нам говорят наши федеральные кураторы, да, организаторы этого конкурса. Это могут быть, конечно, образовательные программы, то есть программы курсов неурочной деятельности,
Да? Как известно, они решают задачи личностного роста. Досуговые программы, тематические программы, программы дополнительного образования детей. Чаще всего это будут программы социально-педагогической направленности, да? Потому что именно в них заложен этот потенциал воспитательный, но не только. То есть я не хочу здесь говорить, что только это. Конечно же, здесь программы воспитательной направленности, которые разработаны и реализуются в рамках основной образовательной программы. Это программа духовно-нравственного развития на уровне начального общего образования и программы воспитания и социализации на уровне основного и общего образования. Основного общего образования, да, и среднего общего образования. Далее, это я уже перешла к программам, представляющим собой целенаправленный процесс, предполагающий определенную систему содержания, форм, методов, приемов, педагогических действий, направленные не только на усвоение ребенком знаний, да, но и на усвоение идей, опыта общественного поведения, выработки личностью отношений к окружающей действительности. Здесь могут быть представлены программы, части программы развития, да, образовательных организаций, в которых описана вот эта воспитательная система. Здесь могут быть представлены воспитательные программы также организаций дополнительного образования. Здесь могут быть представлены программы отдельных педагогов, да, педагогических работников, таких как программы педагогов-организаторов, предположим, да, и так далее. Ну, также нам предлагается, мы предлагаем вам представлять программы общественных организаций по работе, по воспитанию, духовно-нравственному, патриотическому воспитанию детей и молодежи, общественных организаций. Это отдельный вид программ, да, тоже очень важный пласт работы реализующих, поэтому мы здесь приглашаем к участию и эту целевую аудиторию также. Программа, обеспечивающая становление гражданской компетентности детей и молодежи, формирующая у них основополагающие духовные и моральные ценности, которые определяют гражданское самосознание. Обращаю ваше внимание на то, что эти программы должны быть направлены не просто вот на воспитание, да, но иметь очень большой упор, да, именно на систему духовно-нравственных отечественных ценностей, да, потому что в составе жюри, я думаю, что вы уже ознакомились, да, состав конкурсной комиссии оргкомитета с правами жюри он достаточно обширный, и представители Сыктывкарской и Воркутинской епархии, как члены жюри, да, будут обращать внимание именно на то, насколько эта программа работает на формирование отечественных духовных ценностей. Мы не говорим здесь о как таковом религиозном компоненте, да, он может быть не выражен, и во всей программе может быть и не произнесено ни разу слово там Русская Православная Церковь и так далее, но она должна основываться на отечественных, традиционных отечественных ценностях и формировать их в подрастающем поколении. Далее, то, что касается программ. Вот почему так подробно останавливаюсь на этом, потому что, еще раз повторю, 2/3 из общего количества конкурсных материалов именно программный материал. Какие из года в год поступают к нам предложения и замечания от членов конкурсной комиссии. И мы их формулируем в итоговых приказах, в аналитических отчетах. Мы понимаем, что не до всех они доходят, поэтому сегодня также я хочу на этом остановиться. То есть на какие проблемные моменты существуют в программных материалах. Конечно же, это обилие целей или задач. Обратите внимание, цель должна быть конкретной, желательно в единственном числе. Да? Задачи, соответственно, добивают, это этапы достижения этой цели. Структура программы должна соответствовать этому виду документов.
То есть каждая программа имеет с собой, подразумевает определенную логику, такую как наличие пояснительной записки, которая также состоит из определенных компонентов. Это содержание программы, выводы, да, и какой-то диагностический инструментарий и так далее. Этапы, направления работы, это все должно быть описано. Все должно быть, да, в структуре программы. Далее, многие программы обезличены, то есть когда мы их смотрим, все-таки подает программу автор, либо коллектив авторов, напоминаю, что до 5 человек. При этом, хорошо, об этом скажу позже, до 5 человек. И нам бы хотелось, чтобы программа, то есть вы понимали, кто ее разрабатывал, да, если это коллектив авторов, то кто. Приветствуется, когда в программе описаны механизмы реализации, их, как правило, просто нет, отсутствует. Бывает такое, что сроки реализации программ, на какой период она рассчитана. Программа курсов неурочной деятельности может быть рассчитана на неделю, на 3 месяца, на год. Да? Программа образовательной организации на год, 3, 5, то есть срок должен быть указан. Возраст обучающихся очень важный элемент, иногда его тоже забывают указывать в программах, и, конечно, сразу это большой минус. Дальше. Какие нормативно-правовые документы? В каждой программе должна быть база, указана та база нормативная, на основе которой осуществляется деятельность по программе. И здесь очень просим вас не забывать указывать те стратегически важные документы, которые, в соответствии с которыми реализуется ныне воспитательная работа в образовательных организациях. Это и стратегия развития воспитания в Российской Федерации, и государственная программа патриотического воспитания граждан Российской Федерации и так далее. То есть основные и другие документы. Далее, конечно, мы видим, что в программах достаточно часто присутствует обильный перечень мероприятий по всем направлениям, но это уже на усмотрение образовательной организации. Источники литературы, зачастую они устаревшие, тоже обратите на это внимание. Либо этого раздела нет вообще, программа сразу проигрывает. Далее, часто в программах мы видим персональные данные воспитанников. Мы понимаем, что в вашем локальном акте к программе это возможно, но перед отправкой на конкурс, да, ее следует вычитать и убрать все персональные данные, которые там могут содержаться. И еще такая примета, скажем так, времени. В последнее время огромное количество орфографических и грамматических ошибок в конкурсных материалах. Это касается не только программ, а вообще всех конкурсных материалов. Дело в том, что конкурсные работы победителей отправляются вот в таком, каком они есть виде, в печатном, да, в печатном виде они отправляются на северо-запад. И если в электронном варианте мы что-то можем подправить, на что-то закрыть глаза, то в печатном виде ничего сделать уже нельзя, если только там с вами не связываться, чтобы вы нам что-то поменяли. Поэтому убедительно вас просим, уважаемые участники конкурса, перед отправкой на работу вычитать, да, пусть свежим взглядом посмотрит человек, который не имеет отношения к вашей конкурсной работе, посмотрит и вычитает на предмет грамматических, стилистических, орфографических ошибок. Вот такие рекомендации, да, по этой номинации. Эксперты прошлых лет они формулируют к участникам этого года. Третья номинация – лучшая методическая разработка по предметам основы религиозной культуры, светской этики и основы духовно-нравственной культуры народов России. Кстати сказать, по этой номинации оба победителя межрегионального и всероссийского этапов, они заняли призовые места, да, на всероссийском этапе, уже региональном, я сказала. Именно в этой номинации реальнее всего обращаюсь, да, к учителям, к преподавателям, которые могут реализовать этот
предметный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» имеют больше шансов завоевать, да, призовое место. Поэтому вот позже Людмила Васильевна, она о своем опыте поделится, расскажет вам, что здесь. Здесь методические материалы могут быть самого разного характера, но обращаю сразу внимание на то, что одна методическая разработка в виде конспекта занятия, технологической карты занятия или даже программа курсов неурочной деятельности вряд ли сможет претендовать на какое-либо призовое место, потому что конкурс имеет своей целью выявление системной деятельности. Да? Поэтому если мы разрабатываем, хотим представить методические разработки, это должна быть система работы, да? Система методических разработок по курсу, по предмету. Либо это должна быть программа с приложениями, да, чтобы было понятно, как она реализовалась, каковы перспективы реализации, насколько эффективной, да, она оказалась и так далее. То есть представить системный такой подход в этой номинации тоже это очень важно. Либо это могут быть какой-то цикл, да, вот я уже говорила, учебных занятий, учебных, испытательных, неурочных. Поэтому здесь очень важно этот момент системности продумать. Ну и, конечно, бывало такое, что одну методическую разработку присылают нам до 4 авторов. Ну, это, конечно, не очень серьезно. Хотя бывало и такое. И 4-я номинация – это лучший образовательный издательский проект года. Здесь принимаются всевозможные издательские проекты. Это могут быть серия изданий, серия публикаций на вашем сайте, на сайте образовательной организации. Почему нет? Да? Если это систематическая, планомерная, постоянная, да, работа. Это могут быть издания, да, и муниципального уровня, и школьного, ну, учрежденческого уровня, республиканского уровня и так далее. Это могут быть, вот я уже фантазирую, такого еще ни разу не видели, но вдруг, значит, рубрика где-нибудь в районной газете, да, которую там ведете, то есть это тоже возможно. Сайт. Несколько лет подряд у нас, значит, были победителями именно разработчики сайтов, да, и таких конкурсных работ сейчас много. Для детей, сайты для взрослых, то есть здесь поле деятельности очень широко. Кроме того, что могу сказать по номинациям? Вот сегодня, опять же, звонок поступил, спрашивают, можно подавать, один автор может подать по одной работе в каждую номинацию. Вот если у вас есть что подать и в первую, вторую, в третью, четвертую, подавайте. То есть не более одной номинации в каждую работу, в каждую номинацию, и работа не должна быть представлена на каких-либо других конкурсах. То есть это конкурсный материал целевой, да, разработанный и подготовленный, да, для участия в этом конкурсе. Если будут возникать какие-то вопросы по регламенту, да, по процедуре, по срокам и так далее, я на вашем экране представлено информационное письмо. Его вы получите рассылку или, может быть, уже получили. Вот прошу обратить внимание, что работы принимаются в виде электронной регистрации. Ссылка на электронную регистрацию, вы ее видите. Кроме того, на сайте, на главной странице Института развития образования будет, вот сегодня-завтра, да, мы его зарабатываем, будет на главной странице вкладка, логотип, вернее, да, баннер о нашем конкурсе, где вы также можете пройти эту регистрацию и самостоятельно загрузить работу, да, свою конкурсную работу. В случае, если самостоятельно загрузить не получается, мы понимаем, что качество интернета, да, оно не у всех соответствующее. Поэтому указан еще электронный адрес, вы его также видите, cvdko-dnv@kiro.ru. Здесь
Сюда вы также можете прислать свои конкурсные материалы, но зарегистрироваться вы должны непременно, да, то есть получается, что зарегистрировались и не можете загрузить материал, потому что интернета не хватает. Вот. Затем, если вдруг что-то не получается, значит, звоним по номеру. Да, номер также указан. Организаторами конкурса непосредственно являются Нина Михайловна Мищенко и Чёткина Тамара Александровна. И задаем все интересующие вас вопросы. И если какие трудности возникают, то тоже с ними консультируемся по этому поводу. Еще раз повторяю, регистрация обязательно. Самостоятельная загрузка материалов, да, в электронном виде и обязательно печатный вариант материалов вы присылаете по адресу Сыктывкар, улица Орджоникидзе, 23, в срок до 30 марта. Так, мы очень... Вот я еще хочу показать, где на сайте найти информацию об этом конкурсе. Сайт Института развития образования, раздел вот здесь, вот в этих баннерах будет также все, что связано с этим конкурсом, да, будет вкладка «За нравственный подвиг учителя», а также деятельность, конкурсы для педагогических работников. И здесь наш конкурс. Здесь на данный момент выложены все материалы, да, положение. Здесь же будет ссылка на регистрацию. Ну что ж, я передаю слово Тамаре Александровне Чёткиной. Она уже расскажет о рождественских чтениях, которые прошли в городе Москве с 24-26 января. Почему? Потому что, вот еще что забыла сказать, буквально в 2 словах, дело в том, что победители конкурса регионального нашего республиканского этапа награждаются денежной премией, и Сыктывкарская и Воркутинская епархии ежегодно премируют своих победителей поездкой на международные рождественские чтения в Москву как поощрение. И в этом году принимали участие в этих чтениях, Тамара Александровна расскажет, наши участники от Республики Коми. И это очень большое событие, значимое в профессиональной деятельности и для личностного развития. Поэтому вот такая возможность еще предоставляется нашим победителям. Спасибо, Тамара Александровна, сюда. Да, но я хочу еще... Хочу ввести еще одну деталь, что победители этого конкурса, регионального этапа конкурса и межрегионального конкурса имеют возможность, или мы их чествуем на наших региональных рождественских чтениях, которые тоже проходят ежегодно в ноябре месяца каждого года, и как раз по итогам вот наших региональных чтений, нашего регионального конкурса, формируется делегация на международные рождественские чтения в городе Москве. И в этом году на эти рождественские чтения ездила наша делегация в количестве 26 представителей. Ну, я хочу сказать, что вообще сам конкурс и рождественские чтения – это такой пример успешного церковно-государственного сотрудничества в сфере образования, в сфере духовно-нравственного образования, просвещения. В этом году делегацию возглавил архимандрит Филипп, секретарь Сыктывкарской епархии. В составе делегации было 4 учителя, победителя всероссийского конкурса в области педагогики и воспитания, работы с детьми школьного возраста. Это, значит, Сердитова Людмила Васильевна, учитель начальных классов, которую вы сегодня уже будете слушать. А также победитель нашего регионального и межрегионального Мишарина Вероника Александровна, учитель истории обществознания, средней школы поселка Приозерника Кировского района. И также Мальцева Татьяна Александровна, воспитатель, и Акулова Ирина Геннадьевна, заместитель заведующего детского сада номер 14, компенсирующего вида города Ухта. Вот этот состав делегации, в которой входили также еще и работники, представители Министерства национальной политики Республики Коми, специалисты Коми Республиканского института развития образования, Сыктывкарского государственного университета, учреждений культуры,
представители Сыктывкарской епархии, УФСИН России по Республике Коми. Вот всего 26 человек, я уже об этом говорила. А также есть такая интересная деталь, много направлений, которые организуются в рамках международных чтений. Их где-то более 20. И в этом году круглый стол «Благотворительность и духовная потребность. Историческая традиция российского общества», который проводил Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с отделом внешних церковных связей Московского патриарха. Этот круглый стол посетили наш ректор Галина Владимировна Китайгородская, Татьяна Сергеевна Кайницкая, наш руководитель Центра развития общественного образования, общего образования, и Минин Игорь Владимирович, доцент кафедры истории России и зарубежных стран Сыктывкарского университета. Вот такая делегация, которая поучаствовала в мероприятиях этих чтений. Что еще должна сказать про победителей наших? Вот как раз в рамках этих чтений был организован круглый стол с участниками и победителями всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью за нравственный подвиг учителя. В этом круглом столе приняли участие победители и финалисты, как раз вот те 4 человека, о которых я уже говорила. Им были вручены почетные грамоты, а победитель всероссийского конкурса Сердитова Людмила Васильевна, ее чествование было организовано уже на закрытии чтений. И, значит, наш педагог, вот вы видите ее на фотографии, Людмила Васильевна, она была, значит, она получила ценный подарок. Это профессиональный компьютер, мощный высокоскоростной планшет. Ну и также была награждена почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации. Людмила Васильевна сегодня перед вами выступит. И я хочу еще обратить ваше внимание на то, что наша Русская Православная Церковь уделяет очень большое внимание развитию духовно-нравственного образования и воспитания. Проводятся самые различные конкурсы. Один из конкурсов, в котором тоже участвуют наши образовательные учреждения, это конкурс, он называется международным конкурсом «Красота Божьего мира». Вот в участии этого конкурса мы тоже принимаем участие, и победители тоже чествуют на международных рождественских чтениях. Хотела бы высказать еще вот одну мысль. Митрополит Меркурий, а он же руководитель отдела религиозного образования и катехизации, митрополит Ростовский и Новочеркасский, значит, в ходе состоявшегося круглого стола «Роль духовно-нравственных ценностей в формировании личности», который прошел в рамках рождественских парламентских встреч на этих рождественских чтениях, отметил, что вопрос преподавания основ православной культуры и других религиозных культур очень и очень значим в современное время, поскольку действительно наши молодые люди, наши воспитанники находятся, ну, я бы сказала, в такой очень непростой ситуации, когда средства массовой информации напрямую влияют на их формирование мировоззрения. Поэтому, касаясь вопроса преподавания основ православной культуры, нужно сказать, что к этому предмету нужно обратить, в общем, преподавание этого предмета должно быть коренным образом отличным от преподавания других дисциплин в школе. По мнению главы синодального отдела, что подход в этом изучении должен быть схожим с изучением литературы. Что для этого необходимо сделать? Необходимо на этих уроках учить детей жить. А для этого необходимо, чтобы этот курс преподавался линейно по всем годам обучения в школе. При этом преподавание этой дисциплины должно быть коренным образом отличным от всей остальной школьной программы. Должно быть представлено время в сетке образовательной на этот предмет. Он должен быть линейным, это я уже сказала. И, конечно же, знанием и подход ничего доброго не даст. Дети должны идти на этот урок, зная, что их там будут учить жизни, что они будут обсуждать серьезные жизненные вопросы, что их присутствие там заинтересованы, что это будет некий такой религиозно-общественно-дискуссионный клуб, в котором их воспринимают как равных партнеров этого диалога,
когда они, не стесняясь, могут высказать свое мнение, но и услышать мнение своих очень авторитетных людей, опереться на примеры исторические Библии, Корана и других священных книг традиционных религий. Поэтому участие в этом конкурсе, оно действительно очень значимо и дает очень много для развития любого педагога, каким-то вот образом связанного с этой сферой духовного нравственного образования. А это и преподаватели основ религиозной культуры, новые сейчас предметные области, которые вводятся в ФГОС уже в 5-6 классах, это основы духовной нравственной культуры народов России. Это и все другие гуманитарные предметы, которые в школе реализуются. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Мы благодарим Тамару Александровну. И хочу сказать, что Вероника Александровна не сможет сегодня принять участие в нашем вебинаре. У нее очень уважительные причины. Поэтому вот, мы предоставляем слово, правда, это видеозапись, да, Сердитовой Людмиле Васильевне, победителю 3-й степени всероссийского этапа конкурса за нравственный подвиг учителя. И вот предлагаем вниманию ее презентацию. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Тема моего выступления – методические разработки уроков из цикла учебных занятий начальной школы и модуля ОПК на основе межпредметной интеграции. Данный опыт был представлен на всероссийском конкурсе за нравственный подвиг учителя. Мы совсем недавно вернулись из Москвы, очень хорошо нас принимали, очень понравилось все то, что мы узнали новое, приняли участие в международных чтениях, радонежских чтениях. И вот сегодня хотелось бы немножко остановиться на основных моментах моей работы, которая признана лучшей. Скучные уроки годны лишь на то, чтобы внушить ненависть к тем, кто их преподает, и ко всему преподаваемому. Это слова Жана Жака Руссо. Они как нельзя точно подчеркивают актуальность проведения интегрированных уроков. И она состоит в том, что они позволяют показать многоаспектность и многосторонность изучаемой проблемы, что способствует формированию у учащихся целостной картины мира и развитию познавательного интереса учащихся средствами учебных предметов. Главная цель интегрированного урока – заложить основы представления о религиозных верованиях, научных явлениях, природе, обществе, а также сформировать индивидуальное отношение к законам развития таких явлений. С точки зрения субъекта обучения учащегося такой урок интересен, познавателен и необычен, так как он выходит за рамки сформировавшегося привычного представления об уроке. На самом деле дети очень живо реагируют на такого рода уроки, ждут с нетерпением их. Интегрированный урок – это специально организованный урок, цель которого может быть достигнута лишь при объединении знаний из разных предметов. И он направлен на рассмотрение и решение какой-либо пограничной проблемы, позволяющей добиться целостного восприятия учащимися исследуемого вопроса, гармонично сочетающие в себе методы различных наук, имеющие практическую направленность. Здесь понятие интеграция может иметь два значения. Во-первых, это создание у школьников целостного представления об окружающем мире. В данном случае интеграция рассматривается как цель обучения. Во-вторых, это нахождение общей платформы сближения знаний. Здесь интеграция является средством обучения. Интегрирование по форме – это технология, позволяющая решить проблему разобщенности предметов, и это дает возможность, во-первых, устанавливать связи между понятиями и определять их практическую направленность, исключить повторы в учебных дисциплинах, углубить изучение материала без дополнительных временных затрат. Также это влияет на повышение мотивации учебной деятельности за счет нестандартной формы урока. Положительная динамика наблюдается метапредметных компетентностей. И все это позволяет повысить творческий потенциал обучающихся, расширить информационную емкость урока и его интенсивность.
Формы интегрирования, их 3. Это может быть интегрированный курс, объединяющий многочисленные предметы, предусмотренные учебным планом учреждения. Это интегрированный урок, как раз в мой методический сборник включены интегрированные уроки. И вот это, конечно же, я считаю, наиболее эффективная форма обучения, так как изучаемый предметный материал тут же находит практическое применение при изучении других предметов. Интегрированный фрагмент урока – это 3-я форма интегрирования. Это использование интеграции не на всем уроке, а на только каком-либо этапе. Типы интегрированных уроков – это урок формирования новых знаний, урок обучения умениям и навыкам, применение знаний на практике, урок повторения, систематизации, обобщения знаний, закрепления умений, урок контроля и проверки знаний и умений. Формы уроков тоже могут быть самые разные. Урок лекции, урок путешествия, урок экспедиция, инсценировка, урок экскурсия, мультимедиа урок, проблемный урок, повторительно обобщающий урок, диспут и так далее. В данной работе представлены 7 уроков ОПК по темам. Значит, математика с интеграцией ОПК, письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. И тема монастырь. Комбинированный урок с использованием интеграции предмета литературное чтение, коми язык и ОПК по теме золотое правило нравственности. Комбинированный урок с использованием интеграции предмета окружающий мир по теме подвиг, путешествие в прошлое, русский язык с интеграцией модуля ОПК по теме знакомства с эпистолярным жанром и христианская семья. Интеграция музыки и ОПК по теме молитва и православная молитва. Данный урок был составлен в соавторстве с учителем нашей школы, учителем музыки Паневой Ириной Николаевной. Технологии с интеграцией ОПК по теме «Христианин в труде», изготовление объемного ангела из бумаги. И урок практической духовности с интеграцией ОПК и неурочной деятельности, милосердия и сострадания. Остановлюсь кратко на основных моментах каждого урока. Математика с интеграцией модуля ОПК. Это 4 класс. Тема урока математики – письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. Тема урока по модулю ОПК – монастырь. Цель – сформировать у учащихся умение овладеть письменным приемом умножения, закрепить и расширить представление о монастыре, познакомить с понятиями монастырь, обитель, монах, инок. На организационном этапе для включения учащихся в деятельность на личностно-значительном уровне звучит пожелание епископа Петерима Волочкова из книги «Душой нарисовать красоту». «Желаю во Христе улыбки, любви о Господе и чистоты, и счастья, радости и искринки, и песен, и душевной доброты». Учитель обращается к детям. Ребята, вы прочувствовали, насколько эти стихи наполнены, добрые, настоящие? Как мудро и правильно обращается к нам автор этих строк в своем пожелании. И сегодняшний урок мы тоже проведем не совсем обычно. Мы будем узнавать новое из тем математики и поговорим о монастырях, а также о святыне Кылтовского монастыря, который находится в Республике Коми. Все задания, устный счет, объяснение нового материала, этап закрепления и другие будут составлены на основе интеграции. И ребята решают примеры, а также узнают новые сведения о Кылтовском монастыре в Республике Коми. Например, устный счет. Детям предлагается решить пример. Его вы решите и узнаете, какая главная святыня есть в Кылтовском монастыре, особое уникальное явление в Республике Коми, России и мире. И ребята решают и переходят к выводу, что это ответ будет 900 тысяч, чудотворный, животворящий крест. Арифметический диктант. Детям предлагается задание. Еще с утра многие богомольцы перебирались на пароме через речку Вым на другой берег, на котором находится Крестовоздвиженский монастырь, отстоящий от Серегова в 14 верстах. А сколько это километров? И так далее. То есть весь программный материал связан с темой по ОПК. Следующий урок – это золотое правило нравственности.
Здесь, как я уже сказала, что это комбинированный урок с использованием интеграции предмета литературное чтение и урока коми-языка. Давайте порадуемся тому, что нас окружает в классе каждый день, обращается учитель. Какие-то могут быть предметы: парта, доска, дверь. Сделаем им комплимент, скажем хорошие, приятные слова в их адрес. Например, парта – это первое рабочее место, друг ученика. Нам должно быть комфортно работать, всем удобно сидеть. Тогда идем дальше. Доска – это свидетель удач и неудач. В доске мы отвечаем. Когда вызывают к доске, мы у всех на виду, как на сцене. Дверь – это тишина, забота об успехе каждого. Нас не должен отвлекать шум коридора. Самое главное, что нас окружает, это люди. Скажем всем нам добрые слова, какие мы любознательные, активные и так далее. Далее учитель предлагает к просмотру фрагменты из кинофильма «Чучело». И здесь выход на проблему. Хотели бы вы оказаться на месте этой девочки? Нет. Почему? Ее обижали, дали кличку Чучело. Из-за этого ей не хотелось идти в школу. Как вы думаете, в чем ошибались ребята? Нельзя все вместе быть против одного. Объявлять бойкот – это жестоко. Как вы думаете, если у нас правило общее для всех, что нужно делать, а чего делать нельзя? Чтобы оно было понятно для всех, верующих и неверующих, христиан и представителей других религий. Такое правило есть. Оно настолько ценно и универсально, то есть применимо в любых случаях и для всех людей, что получило название «Золотое правило нравственности». Далее ребята работают со словом «золотой», собирают слова «лукошко» и так далее, а также с коми-пословицами. И учитель вместе с детьми делает вывод. В пословицах содержится мудрость поколений, а православное учение направлено каждому человеку. Духовное развитие – это всегда подвиг, это требование к себе. От нас зависит, чтобы мир стал лучше, но ровно настолько, насколько лучше станем мы с вами. И так далее. Тема «Подвиг». По окружающему миру это путешествие в прошлое тема. Здесь используется интеллект-карты, и они заполняются по определенным правилам. И дети приходят к выводу, что кто такой герой, вот, как совершаются подвиги и так далее. А затем, значит, выполняют представление интеллект-карт в конце урока. Русский язык с интеграцией модуля УПК. Значит, тема по русскому языку – это знакомство с эпистолярным жанром. Цель здесь урока – это сформировать представление о православных основах семьи, способствовать формированию ценностного отношения к эпистолярному жанру, к сущности понятия письма. И вывод с урока здесь таков, что главное в семье, как вообще в православной традиции, это любовь. Любовь – это одно из имен Господа. К ней мы должны стремиться. Любовь – это не просто симпатия, когда с кем-то приятно беседовать на любые темы, рисовать, танцевать или смотреть телевизор. Христианская любовь – это чувство совершенное, бескорыстное, ответственное. Прежде всего, это любовь к образу Божьему в другом человеке. И сама любовь – это проявление Господа в человеке и его присутствие. Следующий урок – это урок музыки. Здесь детям представляется возможность попробовать исполнить молитву акапелла и самим сделать вывод, зачем нам это нужно знать. Все о православных молитвах. Дети приходят к выводу, что в центре всей жизни православного христианина находится молитва. Это касается не только духовной, но и общественной жизни, отношений с окружающими людьми, трудовой деятельности жизни. Просыпаясь утром, православный христианин молится, благодарит Господа, приносит покаяние, просит о спасении насущном, в чем нуждается. Таким образом, каждый урок, каждое занятие, значит, интегрированное, и дети получают очень много различной информации, и, значит, выбор такого типа уроков не случайен. Я часто провожу интегрированные уроки и уверена, что восприятие информации детьми
происходит намного лучше и качественнее, если есть интеграция, то есть связывается, казалось бы, несвязуемое. Последние исследования психологов, медиков и мои собственные наблюдения привели к тому, что дети нынешнего поколения очень быстро утомляются. Внимание рассеивается. Через 10-15 минут урока ребенок способен усвоить только 30% информации. По мнению психологов, необходимо переключить мозг в другое информационное поле. При большем количестве материала мне удалось избежать перегрузки учащихся. И такого рода уроки мы проводили в течение 10 лет и пришли к выводу, что они эффективны, эту работу необходимо продолжать. И мне хотелось бы пожелать будущим участникам за нравственный подвиг учителя, значит, конкурсантам успехов, творчества и всего самого доброго. Спасибо за внимание. Мы благодарим Людмилу Васильевну. Потрясающая просто подборка, и не случайно ее совершенно заслуженная награда. Мы очень горды, и мы предвкушаем новые конкурсные работы, новые встречи и новые открытия. И мы понимаем, да, что победа – это, конечно же, вклад каждого педагога, и это и наша работа как методиста в том числе. Поэтому методическое сопровождение конкурса остается за нами. Мы приглашаем вас к такому сотрудничеству. Поэтому хочу сказать, что вот вы сейчас будете готовить конкурсные материалы, и еще есть возможность, да, до 30 марта мы принимаем конкурсные материалы, и время еще есть. Почему говорю о том, что готовить? Потому что конкурсные, очень часто мы сталкиваемся с тем, что присылают вот что есть на данный момент, да, при этом, как правило, выигрышные и именно победителями являются те, которые готовят конкурсную работу. И мы рады, мы готовы оказывать помощь, методическую помощь в подготовке этих конкурсных материалов. Телефоны указаны, электронный адрес указан, поэтому такую консультационную помощь мы можем вам оказать любым доступным вам способом. По телефону, по адресу электронной почты, либо лично, да, в часы работы с 9 до 5 в будни. Наши двери открыты для вас, поэтому консультироваться можно всегда. Вот с этими словами вас приглашаю к участию, и мы ждем новых работ, новых свершений и ваших вопросов. А так, всего доброго. Спасибо вам большое за внимание.
Все, вы закрыли крышу, да? Все. Крышку закрыл и все? Точно? Звук не пишет? Точно. Это каждый раз.